захинчили озола закроет, зира сипала за экстату, повстаза арысту, ваю мутахля лица, лица хакширу президент, и хширу зизо обсуди. Спасибо, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучение Священного Писания, Ветхого и Нового Заветов. Мы сейчас проходим Ветхий Завет. Тема сегодняшней нашей с вами встречи обозначена жертвоприношение. Я думаю, что тема для нас актуальная. Думаю, что она также будет не безинтересна и вам, и всем слушающим. Открываем книгу Левит, поскольку книгу Второзакония с Божьей помощью мы с вами окончили. Открываем с вами книгу Исход мы с вами окончили. Да, открываем с вами третью книгу Священного Писания Ветхого Завета, третью книгу Торы, третью книгу пророка какого Марка? Моисея, да. И Тора – это закон. Закон о чем? Закон о жертвоприношениях. В чем смысл ветхозаветного служения? Есть скиния, есть священство. Для чего они существуют? Совершенно верно. Для того, чтобы совершать, отправлять обряды. И самое главное, что у нас в ветхозаветном богослужении, это жертвоприношение. Ничего другого, серьезного мы вот в данном случае здесь не обнаружим с вами. Так. О чем мы говорили на нашей предыдущей встрече? Мы говорили о том, что после пришествия Господня, после крестных страданий и мук, после светлого воскресения и вознесения и сидения одесную Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа, между Богом и человеком нет никакого средостения, никаких преград. Между Богом и человеком открыта возможность общения, единения и сопричастности жизни друг друга. Почему? Потому что Бог воплотился. Бог пришел на землю и жил как человек. Это Господь наш Иисус Христос. Соответственно, по вознесении и мы точно так же наследуем Царство Божие, как христиане, как сопричастные жизни Бога через Сына. И Царство Божие для людей теперь открыто. Для христианина всякая возможность приобщиться к жизни во Христе, она открывается уже, как говорит святой Николай Ковасилов, уже здесь на земле. Уже здесь на земле мы становимся сопричастниками божественной жизни. Не нужно забывать, и мы постоянно об этом друг другу напоминаем, что все добродетели, которые мы знаем, это суть имена Божия. То есть добрые дела, которые мы их творим не от себя, мы их творим благодаря Всевышнему. Совершенно верно. Есть только одна проблема, есть только одна причина, по которой Бог не может спасти человека. Это человеческая гордыня. Мать всех грехов, как говорят отцы. Почему человеческая гордыня мешает? Потому что человеческая гордыня – это то, что человек перенял
во время грехопадения от кого? От отца лжи, дьявола, перенял и сделал своим свойством чуждого ему существа. Змея, мы говорили с вами о Нахаше. С этого момента человеческая природа, человеческое эго – это единственная преграда для наследия Царства Божьего. Почему гордыня мать всех грехов? Потому что все остальные проистекают из нее. Мы с вами об этом уже говорили, рассматривали лестницу. Вот теперь мы это с вами повторяем. Гордыня человека – это то человеческое свойство, которое не позволяет Спасителю быть спасителем наших душ. Гордыня человека – это то человеческое свойство, которое не позволяет Господу исцелить человека. Гордыня – это то человеческое свойство, которое мешает нашей молитве подняться к небесам. Вот все, о чем мы говорим, всему этому мешает гордыня. Быть сопричастниками жизни во Христе, быть участниками жизни церковной, да и само существование церкви – это постоянные проблемы, связанные с этой главнейшей из страстей – гордыней. Поэтому, когда мы говорим о том, что высшие существа, то есть архангелы, пали, да? Вот мы читаем Апокалипсис, треть небесных сил пала. Мы их называем темными силами, бесами, разные другие наименования им даем. Вот. А в чем причина этого грехопадения? Мы тоже с вами об этом говорили. Дьявол вместо того, чтобы быть сопричастником жизни Бога, вместо того, чтобы быть сопричастником жизни света, стал наблюдать за кем? За самим собой. И видеть свет в ком? В самом себе. Параллели какие выстраиваются? Точно так же и человек, который перестает смотреть на Христа, вот у нас распятие, иконы, да, это же все символы. Для чего? Для чего они даются? Чтобы наш взгляд устремить к Господу. Потому что, как говорит Писание, с преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратишься. Вот с кем мы? Дьявол остался наедине с самим собой. Причина – гордыня. Он возгордился и восстал против Бога. Ему не нужно это другое «я», ему не нужна другая личность. Он не может выстраивать межличностные отношения. Тем более межличностные отношения, которые существовали до грехопадения. Отношения во свете, в любви, во взаимном понимании. Да? Мы же все время с вами об этом говорим, как о добродетелях. Вот дьявол всего этого лишен. И что он сделал? Увидев Адама в раю, он эти свойства передал ему через искушение. Адам тоже побежал за этим плодом. Почему? Вы станете бессмертны, как Бог. Вот что самое главное, оказывается, для человека. Встать на место Бога, но без Бога. Адам сам разрушил эти межличностные отношения вместе с Евой. Ева виновата. Да, Марк, мы знаем. Да, но при этом были разрушены не только взаимоотношения с Богом, и человеческие отношения были подверглись, посмотрите, какому поруганию. Взаимоотношения Адама и Евы, как это сейчас говорят, гендерные проблемы, да? Вот. Взаимоотношения между людьми, межличностный кризис. Да, это много можно об этом говорить, но самое главное, никакого единства в людях нет. В людях нет единства. В людях нет, в человечестве нет целостности. Почему нет целостности? Потому что душа не цельна. Душа не целомудрена. Нет ни мудрости, ни цельности. Душа разбита на осколки. То, что ты хочется утром, непонятно, нужно ли это к вечеру. То, что хочется вечером, непонятно, нужно ли это с утра.
взаимоотношения людей, посмотрите какие. Ну, в общем, это все проблемы. И проблемы, говорящие о том, что отношения между человеком и Богом были подвержены чему? Совершенно верно, пагубному для человека изменению. В жизнь человека пришла болезнь, пришли страсти и, самое главное, пришла смерть. Вот эти три вещи, проклятие, болезни и смерти, теперь определяют жизнь, наполняют смыслом человеческую жизнь. Потому что человек, все, что бы он ни делал в своей жизни, он делает с оглядкой на эти три вещи. На смерть, на болезни и на проклятие, носителем которого является сам. На страсти, на грех. Они стали руководящими в жизни человека. Человек руководствуется ими с самого детства, перенимая это как первородный грех от Адама и Евы, как родовой грех от своих много поколений грешивших предков, и как личный грех, который мы совершаем ежедневно, еженочно, еженедельно, ежечасно, ежеминутно. Да, вот постоянно, если смотрим на себя, если внимаем себе, то видим, как все это происходит. Итак, проблема во взаимоотношениях между Богом и человеком была. Осталась ли она в Новом Завете? В Новом Завете мы с вами в прошлый раз говорили о чем? Мы с вами в прошлой нашей встрече беседовали о таком постановлении, как раб в Израиле. Да, раб в Израиле. Если человек 6 лет был рабом, и вдруг он захочет освободиться, стать свободным на 7-й год, он может это сделать. Но если он хочет остаться, то дальше идут определенные, да, вот его нужно привести к судьям, привести свидетелей, подвести к косяку, пробить ухо шилом, да, вот мы с вами говорили об этом. И эта рана будет всегда свидетельствовать о чем? О принадлежности, да, к этому дому, этому хозяину и о социальном статусе в рабстве. Рана свидетельствует о рабстве. Мы с вами говорили, что Ветхий Завет это не просто так собрание постановлений. Покрывало Ветхого Завета снимается, мы говорили, чем? Кем? Совершенно верно, Христом. И вот мы продолжаем с вами снимать это покрывало, потому что читать просто постановление, ну вы понимаете, что... Оно хочет нас покрыть, а мы ему постоянно убираем. Ну, слава Богу, что так происходит, что вы видите содержание Марка. Я рад за вас. Вот. Мы говорили о природе этого раба. Раб по своей природе эвед, это служение. Он служащий своему господину. Мы с вами сказали на примере, что это прообраз Христа. Это Христос мог покинуть нас, это Христос мог вернуться к Отцу. Ну, фактически было бы бессмысленно Боговоплощение, но тем не менее Он был свободен. И Он свободно выбрал рабство, то есть человечество, погружение в наш мир. Он жил вместе с нами, Он точно так же жаждал, Он алкал, Он не имел собственности. Да? Лисы имеют норы там и все прочее, Он, сын человеческий, не имеет ничего. Вот. Он был предаваем, Он был предан, Он был судим, беззаконно судим. Вот. И предан смерти, мучению и смерти. Невиновный, совершенно невиновный. И сделал это добровольно. Вот как тот раб, который добровольно хочет остаться со своим хозяином. Сущность Христа заключается в служении людям, потому что промысел Божий заключается по отношению к нам в нашем спасении, в нашем исцелении, в нашем оправдании. Промысел Божий заключается в том, чтобы освободить человека от греха, проклятия и смерти. Дать ему в этом свободу. И свобода в этом человечеству дана. Христос воскрес.
Значит, вот мы с вами говорили, пасхальное слово Иоанна Златоуста, где он говорит «Смерть, где твое жало», это перефраз апостола Павла, послание Коринфянам. Вот. Послание Коринфянам, в котором как раз-таки рассматривается, Павел размышляет об этом, да, и он о чем свидетельствует? Он свидетельствует о том, что над человеком более не властна смерть. Над человеком, соответственно, не властны болезни, проклятие и самый грех. Апостол Павел очень много внимания уделяет вот этому самому свободе этой самой от греха. И очень много уделяет внимания тому, что мы умерли во Христе для кого? Для греха. Члены наши мертвы, ну что такое члены? Части тела. Мертвы для греха. Не для жизни мертвы, для греха. Во Христе. Вот об этом размышляет апостол Павел. Итак, мы говорили о служении Христа. Служение Христа – это служение людям ради нашего исцеления, оправдания и освящения. Вот в чем заключается это служение. И мы рассматривали с вами пример. Какой из примеров? Голгофу. Господь был распят между двумя разбойниками. И оба разбойника его хулили. Оба разбойника его хулили вначале. А чуть позже Господь произнесел разные молитвы. Одна из них была обращение к Отцу Небесному. Прости им, ибо не ведают, что творят. Да? Один из разбойников приводит нам, показывает, иллюстрирует нам пример покаяния, то есть изменения. Он говорит: мы заслуживаем смерти за наши злые дела, но этот человек не сделал ничего. Повернувшись ко Христу, произносит слова: Господи, вспомни меня, когда войдешь в Царство Твое. Вот этот пример, он очень интересен тем, что первым в Царство Божие входит разбойник. Но то, что фарисеи, саддукеи и служители храма оказались причиной распятия Христа, это мы с вами видим. Именно они побуждают народ кричать: «Распни, распни его». Но интересно, что разбойник, входящий в Царство Божие, он это делает не какими-то физическими или формальными усилиями, проявляя какие-то добродетели. Какие добродетели могут быть у человека на кресте, который умирает? Да? То есть ничего формально там не было, никаких жертвоприношений, каких-то особых длительных молитв, чего-то еще. А что Он позволяет сделать Христу? Христос же на протяжении всей своей земной жизни не просто учил. Это же не просто какой-то учитель. Ну, подобно Будде, Зороастру, многим другим учителям человечества. Нет, Он не просто учил. Он служил людям. Вы помните Тайну вечери, да? Когда Он опоясался и омыл ноги своим ученикам. Вся его жизнь в течение 3,5 лет – это служение людям. Когда у людей есть к Нему доверие, когда у людей есть к Нему вера. А доверие или вера – это единственное, что связывает человека с Богом. Невозможно угодить Богу, говорит, да, Священное Писание, без веры. Так не бывает. Каждый раз, когда люди восстанавливают связь со Христом, Христос сразу служит им. Женщина, много лет страдавшая кровотечением, подумала про себя, что прикоснусь. Прикоснулась и исцелилась. Что она сделала? Она позволила Христу исцелить ее.
А вот пришел он в свой родной город, да, Назарет, и не смог совершить чудес. Почему? Потому что никто в него не поверил. Он не мог послужить людям, которые много лет его знали. Это же удивительно. На кресте, перед самой своей кончиной, потому что сразу же, практически после того, как он произносит слова, Господь умирает. На кресте разбойник позволил Христу послужить ему. Понимаете, это совсем другое. То есть мы с вами говорим о чем? Чтобы приблизиться к Богу, надо. И там идут большие перечни, это вы в книжках все прочтете, что надо. Вот. А тут в чем как бы весь сюжет вокруг чего? Господь на кресте, он же, идет же процесс чего? Спасения человечества. Не отдельно взятого человека, а человечества, первозданного Адама. И вот уже умирая, раб Божий, Сын Человеческий, уже умирая на кресте, при последнем своем издыхании, слышит, что кто-то к нему обращается. «Помяни меня». И он тут же отвечает на это. Смысл пришествия Христа – это служение и спасение людей. Ибо пришел Сын Человеческий не для того, чтобы Ему служили. Давайте вспомним это. Да? Но для того, чтобы... Вот. И даже на кресте Он в самое последнее мгновение своей жизни служит человечеству, Он спасает раскаявшегося разбойника. Первый, кто входит в рай, вот вы видите, согласно иконописи, да, как это проиллюстрировано. Первый, кто входит в Царство Божие, разбойник. Это нельзя помыслить. Почему не первосвященник? Он же возглавлял церковь. Может, нам все быть разбойниками? Почему не фарисей? Он ведь выполнял постановление, которое мы с вами читаем. Законом не оправдались. Речь идет о жертвоприношениях. Мы с вами говорили о символе веры, которую читают, и сегодня, которую мы читали, пели, да? Нас ради людей и нашего ради спасения. А в чем смысл пришествия Господа? Нас ради людей и нашего ради спасения. Пострадавшего за нас при Понтии Пилате. То есть смысл – это за нас. Нас ради людей, нашего ради спасения, за нас при Понтии Пилате. Вот в чем смысл Боговоплощения. Это вот во второй части, посвященной второму лицу Пресвятой Троицы. Вот как раз мы с вами за каждым богослужением, за каждым правилом, вечерним, утренним, мы с вами это читаем. Для чего? Для чего святые отцы это все нам предоставили? Чтобы мы помнили о подвиге Господа Иисуса Христа. Это первое. Второе. Чтобы мы жили в Его присутствии. Что значит жили в Его присутствии? Вот как тот разбойник. Тот разбойник находился в присутствии своих грехов. Он это исповедует вначале. Мы с тобой, говорит он второму разбойнику, заслуженно здесь висим. Ну, значит, время грехов на кресте у него перед глазами. Но дальше-то что? Ну, осознали мы свои грехи. Дальше-то что? Он же не остается наедине со своими грехами. Нет, он смотрит на Христа. Не на свои грехи, на Христа смотрит. И обращается ко Христу. «Помяни меня, когда придешь в Царство». Тут же получает ответ. «Ныне же будешь со мной в раю». Ныне же, вот сейчас. И все. Итак, тема сегодняшней нашей встречи – жертвоприношения. Жертвоприношения.
Ветхом Завете, здесь у нас какая-то проблема. Минуточку. И в частности, жертва повинности. В Ветхом Завете нам известны 5 видов жертвоприношений. Ола, жертва всесожжения. Минха, хлебное приношение. Шламим, мирная жертва. Хатат, хатат, вы знаете, это слово грех означает, жертва за грех. И ашам, 6-я жертва, жертва повинности. Давайте мы с вами прочтем первую книгу Левит. «И возвал Господь Моисею из шатра встречи, и повелел Моисею: возвести сынам Израилю, если кто-нибудь из вас совершает приношение Господу, то может совершать приношение как из крупного скота, так и из мелкого. Если он приносит жертву всесожжения из крупного скота, то должен взять быка без изъяна. Пусть он поставит быка перед входом в шатер встречи, чтобы жертва была угодна Господу. Пусть он возложит руку на голову быка, чтобы эта жертва была угодна, чтобы совершилось искупление жертвования. И пусть зарежет быка пред Господом, а священники, потомки Аарона, пусть возьмут кровь жертвы со всех сторон, окропят ею жертвенник». Да, то есть речь идет о быке как примере. Это может быть как крупный скот, так и мелкий, только чистый, мы с вами говорили. Это овцы, козы и быки. Далее. Нужно снять с жертвы всесожжения шкуру, а душу разрубить на части. Пусть потомки Аарона, священника, разведут на жертвеннике огонь и разложат дрова. И пусть они, потомки Аарона, священники, разложат части жертвы вместе с головой и жиром на дровах, что горят на жертвеннике. Внутренности и ноги быка нужно вымыть в воде. И пусть священник сожжет все это на жертвеннике. Это будет всесожжение, дар Господу, благоуханным и приятным ему. Если кто-нибудь приносит жертву всесожжения из мелкого скота, из баранов или козлов, то он должен взять барана или козла без изъяна. И пусть зарежет его... Вы видите то же самое, это тавтология, да. Продолжайте. У северной стороны жертвенника, а потомки Аарона, священники, пусть со всех сторон окропят жертвенник кровью жертвы. Тушу нужно разрубить на части, отрубив голову и отделив жир. И пусть священник разложит все это на дровах, что горят на жертвеннике. Внутренности и ноги жертвы нужно вымыть в воде. И пусть священник совершит приношение, сожжет все это на жертвеннике. Это всесожжение, дар Господу, благоуханным и приятным ему. Если кто-нибудь приносит в жертву всесожжения Господу птицу, то он должен взять на это приношение горлицу или голубя. Вы понимаете, да, почему крупные, мелкие птицы? Зависит от состояния жертвователя. Далее. Священник должен поднести птицу в жертвенник, усвоить ей голову и сжечь на жертвенник, а кровь выжать на стенку жертвенника. Пусть, взявший за перья, оторвет от тельца зад с нечистотами и бросит все это туда, куда ссыпает золу, у восточной стороны жертвенника. Пусть, взявший за крылья, надорвет тельце птицы, но разрывать ее на части не надо. И пусть священник сожжет ее на жертвеннике, на горящих дровах. Это всесожжение, дар Господу, благоуханным и приятным ему. Спасибо. Вот первое жертвоприношение, о котором мы говорим с вами. Жертва на иврите корбан. Корбан. Жертва на иврите корбан. Во множественном числе жертвоприношения корбанот. Корбанот. Первая жертва – всесожжение, ола. Что значит всесожжение? То есть от жертвенного животного ничего не остается. Ничего не остается, совершенно ничего. Сжигается все жертвенное животное. Человек ничем не питался от жертвоприношения. Почему? Мы с вами говорили, степень восприятия собственного греха была прямо пропорциональна самому жертвоприношению. Если сжигается все, значит это абсолютное осознание своей греховности.
Они прямо пропорциональны. Если сжигается все, это абсолютное восприятие собственной греховности. Это не просто какой-то большой грех, который был совершен, хотя, конечно, с течением времени так и воспринимали. Но это означает, что человек полностью осознает свое состояние и характеризует ее словом «греховность» абсолютная. Каин и Авель приносят жертвы, и Авель, праведный Авель, что совершает? Всесожжение. Не просто жертвоприношение, всесожжение. Почему? Он осознает свою греховность. Мирную жертву приносит кто? Каин. Он от плодов земли принес мирную жертву. Вот такое осознание собственного греха. Что было приятно и благоуханно Господу? Жертву Авеля он принимает. Почему? Потому что Авель совершенно точно дает характеристику чему? Своему состоянию, да. А Каина нет. Почему? Потому что он не осознал. Потому что у Каина нет покаяния. У Каина нет покаяния, в отличие от Авеля. Ну и дальнейшие, вы помните события. Таким образом, жертва полностью в дыму, в огне приносилась Всевышнему. Вот. Человек возлагал руки на жертвенное животное. Почему возлагал руки? Потому что жертва это что? Она олицетворяет его самого. Наказание за грех – смерть. Вот он передает собственную греховность невинному, без порока животному, да? Не по принципу «на тебе, Боже, что мне не Боже», да? Вот, не какой там хромую, косую, какую-то еще там издыхающую, болезненную. Нет, самое лучшее животное, потому что оно символизирует его самого. И кладет на него руки для того, чтобы вину снять с себя. Вину снять с себя за совершенный грех. И в жертву приносится уже данное животное. Следующее приношение – минха, хлебное приношение. Вторую главу, пожалуйста. Если кто-нибудь делает Господу хлебное приношение, то оно должно быть из пшеничной муки. Пусть он польет муку оливковым маслом, положит ладан и принесет священнику. Мука, ладан и масло. Далее. И пусть священник возьмет какую-то горсть муки с маслом, а также весь ладан, и сожжет на жертвеннике как знаковую долю жертвы. Это будет дар Господу, благоуханный дым приятный ему. Остальная часть принадлежит Аарону и его потомкам. Это святыня святынь, она взята от дороги Господу. Если твое хлебное приношение спечено в печи, то оно должно быть из пшеничной муки, пресной лепешки, смоченной оливковым маслом, или пресные коржи, промазанные оливковым маслом. Да, вот у нас если животное без порока, то хлеб пресный. Почему пресный? То есть без дрожжей, без квасного. Мы с вами говорили, он не поднялся на грехе. То есть он пресный, без греха. Это тоже символ. Далее. Если твое хлебное приношение приготовлено на противне, то это должен быть пресный хлеб из пшеничной муки, который смочен оливковым маслом. Разломай хлеб на куски и полей оливковым маслом. Это хлебное приношение. Если твое хлебное приношение приготовлено на сковороде, то оно должно быть из пшеничной муки на оливковом масле. Принеси Господу приготовленное так хлебное приношение и отдай его священнику, а тот пусть поднесет его в жертвенник. А 9 часть приношения, как знаковую долю, сожжет ее на жертвенник. Это будет дар Господу благоуханный, да приятный ему. Остальная часть принадлежит Аарону и его потомкам. Да, видите, тут уже не всесожжение. Здесь уже часть остается священником. Далее. Это святыня святынь, она взята от дороги Господу. Ваши хлебные приношения Господу должны быть приготовлены без закваски. Ни дрожжевой хлеб, ни патоку нельзя сжигать, как дар Господу. Да, дрожжевой хлеб запрещено. Далее. Приносите их Господу как первинки нового урожая, но не сжигайте их на жертвеннике, чтобы вознести благоуханный дым приятный ему. Все хлебные приношения приправляй солью. Нельзя, чтобы в твоем хлебном приношении отсутствовала соль
то есть пресность касается дрожжей, а не соли. Далее. Во всякое приношение добавляй соль. Если приносишь Господу хлебное приношение из первых плодов урожая, то приноси толченые зерна из молодых колосьев, поджаренные на огне. Добавь туда оливковое масло и посыпь сверху алю. Это хлебное приношение. Пусть священник сожжет знаковую долю этого приношения, часть зерен с маслом и весь ладан, когда Господу. Да. Вот это хлебное приношение или хлебная жертва, где приносится хлеб, оливковое масло и соль. Почему соль? Всегда добавляется оливковое масло, но мы с вами говорили, елей – это символ милости, милосердия. А почему соль? Соль удерживает любой продукт от чего? Совершенно верно. Точно так же природа от воздействия греха. Благодаря богослужению сохраняется. Вот в этом смысл наличия соли. Ну, елей это понятно, молитва это ясно, ладан, конечно же, сжигается. Итак, следующая жертва шламим, мирная, это третья глава книги Левит. Если кто-то приносит величественную жертву из крупного скота, быка или корову, пусть он возьмет животное без изъяна и поставит его пред Господом. Да, заметьте, крупный или мелкий скот, да, без изъяна ставится перед Господом. Мирная жертва. Далее. Пусть он возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву входа в жертву. Понятно, возлагается, как обычно, рука. Далее. А священники, потомки Аарона, пусть со всех сторон окропляют жертвенник кровью. Жертвенник кровью, то есть, соответственно, вина за грех ложится на животное. Далее. Из пиршественной жертвы нужно отдать дар Господу жир, покрывающий внутренности. То есть внутренний жир отдается в дар Господу, сжигается. Далее. И жир, что рядом, обе почки, и тот жир, что на Смотрите, обе почки и жир, что на них. Далее. бедер, а также отросток Печень, почки, жир, это все сжигается Господу. Далее. Его нужно здесь вместе с почками, и пусть потомки Аарона сожгут все это на жертвенник вместе с Печень, почки, жир. Далее. который лежит на горящих дровах. Это будет дар Господу. Да. Укладывает приятными. Если же кто-то приносит пиршественную жертву Господу из мелкого скота, самца или самку, то пусть он приведет животное без изъяна. Если он приносит жертву барана, то пусть поставит его пред Господом, а затем пусть возложит руку на голову жертвы и зарежет эту жертву перед шатром встречи. То есть скини. Далее. И пусть потомки Аарона со всех сторон окропят жертвенник кровью. Из пиршественной жертвы нужно отдать дар Господу жир, весь курдюк. Его нужно срезать по самый копчик. Жир, покрывающий внутренности, весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них, у бедер, а также отросток. Так, опять почки, печень и внутренний жир. Пусть Далее. священник сожжет все на жертвеннике, это дар, пища для Господа. Если кто-то принесет жертву козла, то пусть поставит его пред Господом, а затем пусть возложит руку на его голову и зарежет его перед шатром встречи. И пусть потомки Аарона со всех сторон окропят жертвенник кровью. Нужно отдать дар Господу жир, покрывающий внутренности, весь жир, что рядом, обе почки и тот жир, что на них, а также отросток печени. Его нужно лечь вместе с почками. Пусть священник сожжет все это на жертвеннике, это дар, пища для Господа, дым приятный. Весь жир принят жир Господу. Вот вам предписание на веки, соблюдайте его из рода в род, где бы вы ни жили, не употребляйте пищу ни жир, ни крови. Ни жира, ни крови. То есть мирная жертва шламим, она также приносится из крупного и мелкого скота в соответствии с возможностями приносящего это жертвоприношение. Священник получает грудь и плечо, то есть часть мяса, она съедается. Это не всесожжение. Сжигается у нас жир, печень и почки. Да? И совершается совместная трапеза. Жертвователь и родственники едят мясо жертвенного животного. Это вот 7 глава. Вообще из перечисленных видов жертвоприношений, те, которые мы с вами можем наблюдать у нас, это вот эта самая мирная жертва шламим, которая не сжигается полностью, да, с которой снимается определенная часть, какая-то часть передается
священству, возносятся к алтарю печень, почки и внутренний жир. Ну вот это то, что из всех видов, это то, что мы наблюдаем и можем наблюдать в нашей стране. Следующая жертва за грех – хатат. Хатат. А почему за наши грехи отвечает животное? Мы передаем. Ну, почему не мы? Любые. У нас на жертву не Ну, будет. это же не убийство невинных. Ну да, это человеческая природа другого вида Вместо покаяния. установления взаимоотношений с Богом человек чество не придумал. Это Говорится, не убей. это потенциальная возможность человеку подстроиться по тот закон, о котором вы говорите. Не убей – это ограничение, но человек ведь убивает. Я не имею в виду жертвенных животных, он убивает людей. А закон его что делает? Обличает. Что делает человеку, обличаемому законом? Вот что ему делать? Он обличаем законом Божьим, он обличается законом человеческим, он обличается своей совестью, как ему существовать в социуме, как ему восстановить свой статус до убийства. Подменить. Конечно, подменить себя, потому что человек склонен, ну вы вспомните, что сказала дама в раю. Жена, которую ты дал мне, она дала мне эти. Что делает человек? Он не принимает, не выходит вперед и не принимает наказание, да, в свой адрес. Нет, он что делает? Он оправдывается перед законом. Ну что человеку делать перед законом? Закон обличает, надо оправдаться. А чтобы оправдаться, нужно что сделать? Получается, он так оправдывает? Да, мы так, да, совершенно верно. Мы так оправдываемся. Да? Жертвоприношение – это оправдание. А что же это еще? Это восстановление нашего статуса, в том числе социального. Мы почему еще многих приглашаем? Они свидетели восстановления. Мы почему стол накрываем? Они должны быть свидетелями и участниками восстановления статуса. Инициация восстановления происходит в своем статусе. Но вот для этого нам и нужно жертвоприношение. Не нам конкретно, а всему человечеству, потому что это одинаково, что у полинезийцев, что у аргентинцев, что у кавказцев, что на севере, что на юге, что на западе, что на востоке, это везде одинаково. Вместо меня должен кто-то пострадать. Кто-то пострадать должен в любом случае. Но это не должен быть я, безусловно. Значит, жертва. Следующая жертва за грех хатат. Точно так же приносились крупного и мелкого скота животные. Если это от общественной, скажем так, организации, да, делалось, тут была возможность совершать это жертвоприношение от какого-то общества, какого-то поселения, какого-то социального, ну, предположим, железнодорожники приносят жертвоприношения, да? Предположим, десантники приносят военные жертвоприношения, да? Вот еще кто-то, то есть по социальному статусу, по месту, в котором живут. Вы вот анхла, да, допустим, собирается, приносит жертвоприношение. Вот это называлось жертвой хатат, жертвой за грех. Жертвенное животное подводили к дверям скинии, двери, естественно, закрыты, возлагали на него руки, соответственно, здесь уже грехи либо по местности, либо по социальному статусу. Например, грехи этой воинской части, ну, условно говоря, да, или грехи вот этих инженеров, или грехи вот этих врачей, да, вот они возлагают, вот именно из этого госпиталя, никакого другого. Они возлагают руки, и, соответственно, со всего этого вот социального объединения грехи на главу этого животного переходят.
Вот. Режет либо священник, либо сам приносящий, и все, и оплата за грех как бы вот совершена. И, наконец, последний, пятый вид жертвоприношений. Пятый вид жертвоприношений – это жертва повинности. 5 главу Левита, пожалуйста. Да, ну они уже сказали. Если на человека легла вина за какой-либо из следующих проступков, если он совершил тем, что был очевидцем происшествия, или что-то видел, или что-то знает о происшествии, но слышал, как очевидцы под страхом проклятия призывают суд, ничего не сказал, если он прикоснулся к какой-то нечистой вещи, или к трупу нечистого зверя, или к трупу нечистой скотины, или к трупу некой нечистой твари, не заметил, но сделал это нечистым. Заметьте, везде стоит вот это слово «не заметил», «случайно». Да, то есть это не по умыслу. Да, случайно. Да, далее. Если он прикоснулся к человеческой нечистоте, к любой нечистоте, которая бывает у людей, и сперва этого не заметил, но потом понял, если он необдуманно поклялся, чтобы сделать то злое или доброе, дал какую-нибудь необдуманную клятву, которую мог изойдуть, сперва не понимал, что это значит, он потом понял, и так, если на человека легла вина за один из этих поступков, пусть он признается содеянным, а возмещение за совершенный поступок пусть принесет. Видите, первое это признаться, а дальше возместить. Господу очистительную жертву, овцу или козлу. А чего не козу? Священник совершит над ним искупительный обряд, очистил его от греха. Если же он не может принести жертву овцу, пусть принесет Господу возмещение за свой поступок, двух порлиц или двух голубей, одну птицу как очистительную жертву, а другую во всесожжение. Пусть он отдаст их священнику, а тот пусть поднес сначала птицу, предназначенную для очистительной жертвы, свернет ей шею для голову, и окропит кровью этой очистительной жертвы стену. Ну да, с эстетической точки зрения все, что мы читаем, это, конечно, не воспринимается, это убийство каждый раз всех этих жертв, но так жило общество. Это дохристианский мир, друзья мои. Продолжайте. Остаток крови До нужно христианства. положить у основания жертвы. Это очистительная жертва. Вторую птицу нужно принести в жертву с сожжением, как положено. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистит его от греха, который он совершил. И это Вот видите, искупительный. Слушайте сюда слово. Искупительный обряд. Смысл жертвоприношения в искуплении за собственные грехи. Далее. А если он не может принести в жертву двух порлиц или двух голубей, пусть принесет за свой поступок одну десятую эфу пшеничной муки. Вы видите, да, в соответствии с возможностями человека все понижается от животных до вот уже до муки мы дошли. Дальше. Пусть он не добавляет муки оливкового масла и не посыпает ее ладаном, ибо это очистительная жертва. Пусть он отдаст свою жертву священнику, а тот пусть возьмет кровь муки как знак угодовый, сожжет эту муку на жертву вместе с дарами Господа. Это очистительная жертва. Так священник совершит над этим человеком обряд искупления за совершенный грех, и этот человек будет прощен. Обряд искупления за совершенный грех, и этот человек будет прощен. Далее. Остаток муки принадлежит священнику, подобно тому, как ему принадлежит хлебное приношение. Господь сказал Моисею: если кто-нибудь провинится, непреднамеренно сделать с какой-либо из святых Господних то, чего делать нельзя, и пусть он возмещение даст Господу барана без изъяна. Пусть выплатит его стоимость серебром в шекелях святилища в качестве возместительной жертвы. Пусть он возместит ущерб, который причинил святыне, и прибавит еще одну пятую и отдаст все это священнику. Обратите внимание, возмещение за причиненный ущерб – это то, что ты там нарушил, эквивалентно в сумме священных шекелей или сиклей, плюс 1/5 сверху в качестве сатисфакции. 1/5 – это 20%, да, Марк? 20% сверху нанесенного ущерба в качестве сатисфакции. То есть не просто помолиться, не просто принести жертвоприношение, возместить причиненный вред плюс 20% сверх этого. Далее. Пусть священник, взяв барана для возместительной жертвы, совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Если кто-нибудь согрешит, нарушит, не осознавая того один из Господних, или не выражен вина, пусть он отдаст барана без изъяна.
Итак, жертва повинности. Она аналогична жертве за грех, приносится, как вы видите, тоже ради искупления грехов, именно непреднамеренный грех, то есть не специально. Жертва человека, который наносит ущерб ближнему, а затем раскаивается в этом. Ну, имущественный, допустим, какой-то ущерб, да? У нас часто наносят имущественный ущерб в той или иной степени. Далее, жертва за незаконное использование святыни. Это сейчас тоже распространенный грех. Незаконное использование святыни. Жертва за прелюбодеяние с обреченной рабыней. Жертва за нарушение обета назарейства. Жертва исцелившегося от проказа. Но вот последние жертвы это те жертвы, которые часто встречаются в Новом Завете. Если вы помните, Господь исцеляет от проказа и говорит: пойдите к священникам, покажитесь, сделайте то, что... Это Он как раз их призывает совершить вот эту жертву повинности. Прелюбодеяние с обреченной, это вот тоже из Нового Завета, обет назарейства тоже из Нового Завета. О чем идет речь? Речь идет о возмещении убытка. То есть, когда человек грешит против другого человека, он наносит так или иначе ему ущерб. Ущерб должен быть возмещен. Не просто принесено жертвоприношение, не просто принесено, но перед жертвоприношением должен быть возмещен ущерб. Это первое. Второе. Ущерб не просто возносится на 100, возмещается, простите, на 100%. Сверх этого дается еще 5-я доля. Еще 20% сверху. От чего? От ущерба, который был нанесен. То есть, Марк, если, условно говоря, вы нанесли какой-то ущерб храму или человеку, или еще кому-то на 100 рублей, то возмещение это 120 рублей. Вот. Суммы такие. Возмещение ущерба – это то, что мы называем сатисфакцией. И примеры возмещения ущерба мы с вами можем наблюдать и в Новом Завете. Вот если мы с вами прочтем. Иисус вошел в Иерихон, проходил через город. Там был человек, которого звали Захей. Он был начальником сборщика налогов. Возглавлял, как это сейчас называется, налоговую инспекцию, да? Был главой налоговых инспекторов. Сборщиком налогов и богатым человеком. Видите, да, как это вместе совмещено? Сборщик налогов и богатый человек. Он пытался увидеть, кто же этот Иисус, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, чтобы увидеть его, Захей забежал вперед, залез на тутовое дерево, росшее в этом месте, где Иисус должен был проходить. И когда Иисус подошел к этому месту, он посмотрел вверх и сказал: «Захей, спускайся скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме». Мы опять видим этот пример. Человек совершает какое-то усилие, чтобы увидеть Христа. Но это бы ничего не дало, если бы сам Христос не подошел именно к этому тутовому дереву, не посмотрел именно на этого забравшегося наверх человека и идет к нему в дом. Как и римляне, налоговые инспекторы в Древнем Израиле, они кастой были такой отвержены, потому что налоги-то собирали для Римской империи, для кого? Для оккупантов. Ну как будут относиться население, да, когда сборы вот, в пользу оккупантов. И что дальше? Захей быстро спустился, с радостью принял его. Все, кто видел это, начали возмущаться. Конечно, он вошел в гости к грешнику. Но ведь Господь пришел именно к грешникам. Захей встал и говорит Господу: вот смотрите, Господи, половину моего имущества я раздам бедным. Если я с кого-то что-либо взял лишнее, я возвращу ему в 4.
Итак, закон требует вернуть 120%. Что говорит Захей? Вчетверо. 400%. Сегодня в этот дом пришло спасение, говорит ему Иисус, потому что этот человек тоже сын Авраама. В общем, вы понимаете, да, этот сюжет? По закону, закон существовал, все его знали. И налоговые инспектора первыми, кто их нарушали. Крали, воровали, брали больше. Закон существует, они приносят жертвы, но они не останавливаются в своем грехе. Несмотря на то, что закон существует. Вот природа взаимоотношений человека и закона. Закон человека обличает, человек все этих баранов, коз, овец, быков. Захей наверняка в Иерусалиме в храме быков приносил во всесожжение. Ну, вы можете себе представить, сколько он крал. Да? А вот здесь что происходит? Господь идет ему навстречу, Господь к нему подходит, Господь заходит в его дом, и под действием этой благодати, незаслуженной Захеем, под действием этой благодати Захей, до того знавший закон, но не исполнявший его никак, за исключением вот этих обрядовых жертвоприношений, то есть приносил жертву за свои грехи и крал снова. Вновь приносил жертву и вновь крал. И этот процесс шел бесконечно. И вот смотрите, благодать касается его сердца, и он говорит: половину имущества я раздаю бедным, это 50% от всего его имущества, а как с кого взял лишнего, 400% возмещу убыток. Действие благодати, действие закона. Ну что закон? Обличал он совесть этого Захея, обличал, когда он учился на налогового инспектора, обличал, когда он брал свою первую взятку, облегчал, когда он брал уже крупные, какие-то преступления совершал. Обличал его закон и обличал. И что? Захей как был грешником, так и оставался. О нем так и говорят, он вошел в гости к грешнику. А вот действие благодати, посмотрите, совершенно противоположно. Ведь Христос не зашел со словами: «Ах ты такой-сякой грешник, вот пока ты не возместишь ни слова о законе из уст Христа в адрес грешника», вора в данном случае, чиновник-вор, вот ни одного слова, обличающего воровство, не было. Он входит и говорит: я буду тебя... Что такое пир Господень? Я буду тебя трапезничать. Враги не сидят за одним столом. Кто сидит за одним столом? Друзья, братья, родственники. То есть Господь выстраивает с ним отношения с грешником, выстраивает отношения дружеские, без обличения. Потому что уже закон обличает, совесть уже обличает, общество уже говорит: вот это вор. И что происходит с человеком, когда Господь выстраивает с ним такие отношения? Он изменяется. Совершенно верно. Покаяние приходит не от закона, который обличает. Покаяние есть следствие благодати, которая касается сердца человека. Каяться – это блудница. Каяться – это разбойник на кресте. Сколько этот разбойник молился, сколько этот разбойник постился, сколько он сделал этих, как они называются, путешествий к святым местам. Вы же понимаете, что ничего этого не было. И покаяние именно они являют. И наоборот, все те, кто были связаны с храмом, Христа убивают. Вот обратите внимание на это противопоставление, которое дает нам Слово Божие. О чем говорит Господь?
все жертвоприношения, о которых мы с вами говорили, совершались на престоле, да? Они все в совокупности символизируют одну единственную жертву. Жертву Господа нашего Иисуса Христа. Все эти быки, овны, козлы, голуби, мука, елей, ладан, все виды материи жертвоприношения, которые там перечислены, они являют одного единственного Бога и человека, Господа Иисуса Христа. Все виды этих самых жертвоприношений, а вот сам престол – это крест. Господь принесет жертву на кресте. Вот прообраз скинии. Вот прообраз храма как такового. О чем говорит Священное Писание? Вот пророк Исаия нам говорит. Он был изранен за наши грехи. Смотрите, точно так же, как с животными. Я согрешил, режу козу. Он изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир. И ранами Его мы исцелились. Вот в этом христианство. Давайте еще раз просмотрим, что говорит Господь Моисею о жертве повинности. Если человек совершит проступок, согрешил по неведению против кого-либо из Господней святыни, он должен привести Господу барана из отары без изъяна. Это жертва повинности. Он должен возместить за святыню, против которой согрешил, прибавляя к этому 5-ю часть ее стоимости, и отдать священнику, который совершит для него отпущение барана в жертве повинности, он будет прощен. 20% сатисфакции. Если кто-то злоупотребит и согрешит неумышленно от святынь, то принесет свою повинную жертву овна без порока, и то, чем он согрешил от святыни, оплатит 5-ю часть его, прибавит к нему и даст это священнослужителю. Вот так приносилась жертва всесожжения. Это была скиния, которую вы видите на экране. Вот эта скиния. Здесь священник. Здесь престол. Это так называемое Медное озеро. Это внутренняя часть с хлебами предложения. Вот они стоят здесь. Ладан для воскурения ладана. Вот. Фимиама, жертвенник. Вот то, что мы с вами обсуждали. Человек возлагает свои руки на животное для чего? Передавая на него вину за собственное преступление. И сам остается чист. А жертвенное животное вместо грешника приносится в жертву. Вот когда на Христа они все возложили руки и повели Его сначала на суд, а потом на Голгофу, вот этот самый символ и был явлен. Жертва повинности, вот точно так же. Смотрите, приносятся вот это те самые роги вокруг жертвенника, которые помазываются кровью. Вот это жертвенное животное, человек, который его принес за свои грехи, он молится, просит прощения. Я думаю, это вы и сейчас можете наблюдать, и в наши дни. Вот, еще раз к словам Исаии. «Изранен за нас, понес наказание за нас, ранами Его мы исцелились».
Нефеш кетимоль мааль вехата бешагага, то есть поступает вероломно, неверно, совершает грех, хата. Что это такое? Промахиваться, бить мимо цели, грешить или ошибаться. Мы с вами, когда о грехе говорили о греческом слове мартия. То есть человек прицелился, выстрелил и промазал. Мы говорим в народе как? Дал маху. Согрешил перед Богом, сделал какое-то действие, оно оказалось неправильным, оно обличается законом. То есть совершил проступок, шегага. Если обобщить, друзья мои, то наши руки, которые мы воздеваем ко Всевышнему, они неправильные. Благодаря из-за наших грехов, руки, которые мы воздеваем ко Всевышнему, они, конечно же, неправильные. С ними что происходит? Они испачканы грехом. Они испачканы грехом. Всякие руки, которые поднимаются с земли на небо, всякие испачканы грехом. И какой мы сделаем с вами вывод? Означает ли это, что мы вообще не можем воздевать руку ко Всевышнему? А это зависит от того, кем мы являемся. Потому что всякое наше поклонение ущербно. Всякое наше поклонение ущербно. Человеческий эгоизм всегда присутствует, опережает человеческую молитву, человеческую добродетель. Вот еще не успеваю я сделать доброе дело, а я уже тщеславлюсь. Мне уже от этого приятно. Вот сегодняшняя филантропия, посмотрите, на чем построена. Если весь мир не будет кричать, что ты бросил эту монетку, то ты эту монетку не бросаешь. На добрые дела, но об этом должен знать весь мир. Об этом должны трубить по телевидению, по радио, еще где-то. Ты помог. Что ты? А если об этом не будет сказано? Прежде чем человек начинает молиться, помыслы обуревают его голову. Разум наш обуревают помыслы, которые мешают нам совершать чистое, угодное Богу моление, благоуханное для Всевышнего. Они мешают нам это делать. Какой из этого вывод? Мы не можем молиться? Мы не можем совершать добрых дел? Все мы грешники, но мы о себе так не говорим, мы говорим о ближних. Он, она. Все, он, они грешники. Ну, с этим все согласятся. И для очищения от грехов приносится жертвоприношение. Для очищения от грехов приносится жертвоприношение. Совокупность всех видов жертвоприношения, о которых мы с вами сегодня говорили, 5 видов, является сам Господь Иисус Христос. Очищает ли нас жертвоприношение? Очищало ли оно в Ветхом Завете? Да, очищения не было, потому что каждый раз нужно было совершать жертвоприношение. Только ты его совершил. Почему? Потому что оно носило внешний характер. Внешний характер. Оно не касалось природы человека. Я согрешил, но что делать? Не я изменяюсь, а животное режу. Опять я согрешил, раскаяние, животное режу. Покаяние как внутренний эмоциональный дискомфорт, как социальный дискомфорт в обществе, чтобы пальцем не показывали. Да? Но и даже сейчас, с точки зрения социальной, особо большие грешники совершают особо большие жертвоприношения. Что-то строят, кому-то помогают, кого-то лечат. И даже
некоторые священнослужители позволяют себе в наше время таким образом использовать этот момент уже совершенно психологически. Ну, ты все равно грешник, ты будешь воровать, вот хоть на какое-нибудь доброе дело что-нибудь пожертвуй. Ну, вот доброе дело из злых и нечистых рук. Возможно ли такое? Например, храм построить. Вот он вор, душегуб, да? А храм строит, благотворительностью занимается, детям помогает. Вот. Нет, мы сейчас говорим без может. Мы говорим о социальном статусе, ну, предположим, там, я не знаю, чиновников, криминала, еще кого-то. Это не имеет значения. Абсолютно. Мы говорим просто о человеке. Как пример, говорим о социальном статусе, но это касается каждого человека. Ну вот смотрите, что говорит апостол Павел. Таким образом, Иисус стал поручителем гораздо лучшего завета. Тех священников было много, ветхозаветных. Одни умирали, на смену им приходили другие, а Иисус жил вечно. То есть, что первое, самое главное? Вам не нужно искать знакомого батюшку. Христос всегда жив, был, есть и будет. Одни умирали, на смену им приходили другие, и Иисус жив вечно. Его священство тоже вечно. Ну, какого-то священника могут лишить священства. Христа никто священства лишить не может. Далее. Поэтому Он в силах полностью спасать тех, кто благодаря Ему приходит к Богу. Священник не может спасать человека. Христос может. Он всегда жив, что тоже не свойственно священству. Он всегда жив и всегда ходатайствует за них. Но, согласитесь, люди не всегда молятся за людей. Далее. Именно такой первосвященник или архиерей и был нам необходим. Святой, люди, вы понимаете, не святые, непорочный, тоже не свойство человеческой природы, чистый, тоже не скажешь о человеке так, отделенный от грешников, но это уж точно нас не касается с вами, и находящийся превыше небес. Это не мы. Это Он, это Христос. Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие первосвященники, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Мы с вами читали, да? Жертвоприношения, они так и совершались первосвященниками. Сначала он за себя приносил грех, жертву за свои грехи, а потом уже за грехи народа. Христу это делать не надо, Он свят. Он сделал это за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву самого себя. Раз и навсегда. Богослужение в Иерусалимском храме совершалось утром и вечером, то есть жертвы сжигались утром и вечером, утром и вечером. Огонь горел постоянно, без перерыва. Христос принес в жертву самого себя раз и навсегда, потому-то этот самый огонь и потух, огонь жертвоприношения Иерусалимского храма. По закону первосвященники назначаются обыкновенно слабые люди, а согласно клятве, данной уже после закона, был назначен Сын, полностью и навеки приготовленный к этому. Раз и навсегда. Это очень серьезная фраза. Сила жертвы Иисуса Христа такова, сила пролитой крови такова, сила этого жертвоприношения такова, что оно не нуждается в повторении. Не нужно второй Голгофы, второго Боговоплощения, второго крещения и так далее, и так далее. Он пролил. Мы себя при этом часто обязываем какими-то дополнительными действиями. Он, конечно, за меня кровь пролил, но вот еще там немножечко я что-то долить должен. Наша психология, наша, согласитесь, это мы так думаем, да?
Он, конечно, все сделал прекрасно, но вот я еще что-то должен доделать. Это знаете, часто что напоминает? Вот вам дают карточку какую-нибудь платиновую, да? А у нее баланс там бесконечный, предположим, да, там вот. А мы бежим с этой платиновой карточкой на папертке, еще просим на карманные расходы. Ну вот она, карточка, иди и расходуй. Нет, а вот не подсыпите ли немножко медных грошей? Да? То есть, если у тебя в руках есть карточка с гигантским балансом на счету, у тебя огромные деньги, зачем ты еще берешь? Да, вот немножечко, чуть-чуть. Ну зачем, если у тебя гигантский счет? Пользуйся этим счетом. Так вот, карточку мы кладем в карман, мы ею не пользуемся, а чего-то там вот. Ну, то есть вот как-то размениваем себя, да? Что-то такое стяжаем, чего там нужно, не нужно. Отправная точка нашей деятельности – это таланты. Вот вы притча о талантах мы с вами знаем. Таланты. Господь дает каждому таланты. И говорит, увеличь их. Да? Мы что делаем? Мы таланты, которые дает Господь, зарываем, а сами начинаем шустрить. Кто, где, кто, в чем. Это не имеет значения, в чем. Да? Приходит конец, кончина. Каждого из нас она ждет. После кончины что? Суд. Суд это что? Это когда огнем испытывается все, что ты делал. Что мы заберем на тот свет? Из того, чем мы тут занимались на этой планете, в нашей жизни. Ничего мы с собой туда не заберем. Значит, какими мы предстанем перед Всевышним? Таланты-то наши зарыты, они же не приумножены. То есть приумножать нужно то, что дает Господь. А Господь все время дает, потому что мы говорили, Он служитель. Сын человеческий не пришел, чтобы Ему служили. Он пришел, чтобы послужить людям. Мы делаем все наоборот. Мы духовные таланты все зарываем. Это как бы от Господу. А потом Господь этого человека, когда спрашивает, тот ему говорит, я знал, что ты там жнешь, где не сеял, вот, и забираешь то, что... Говорит, ну послушай, если ты знал, что я жну там, где не сеял, то что ж ты тогда не пустил в ход эти таланты и не вернул мне сторицею, ну, в 30, 60, 90 крат. Вот такого рода наша природа. Поэтому Христос вошел не в земное святилище, сделанное человеческими руками, являющееся всего лишь отражением настоящего. Нет, Он вошел в сами небеса, чтобы предстать перед Богом за нас. Он вошел в небеса не для того, чтобы опять и опять приносить себя в жертву, как первосвященник входит каждый год в святое святых с кровью. Следуя Христу, этому правилу, Он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. Но Он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом. Раз и навсегда. Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом, так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И Он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его. Это послание к евреям. Здесь пересекаются две заповеди в жертве повинности. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Это две самые главные заповеди, о которых мы с вами знаем. Как говорит апостол, ты не можешь говорить, что ты любишь ближнего Бога, которого не видишь, если ближнего, которого видишь, ты не любишь. Да? Вот он перед тобой, живой, и ты с ним как бы находишься в состоянии противостояния.
Вот смотрите, Господь сказал Моисею: если кто согрешит и нарушит верность Господу, обманув другого, солгав о том, что ему было верено, оставлено на его попечении или украдено, а также если он найдет что чье-либо пропавшее добро и не скажет об этом, если он поклянется ложно в чем-либо и совершит какой-нибудь другой грех, каким грешат люди, если он согрешит и этим провинится, то он должен возвратить то, что украл. Не просто пойти помолиться, принести жертву, поставить свечку, заказать молебен. Возвратить то, что украл, и взял вымогательство, что было доверено ему, или то, что пропало, а он нашел, или то, в чем клялся ложно, что бы это ни было. Он должен возместить все целиком, добавив 5-ю часть. То есть еще 20% стоимости и отдать хозяину в тот день, когда он приносит жертву повинности. Вот так возмещаются убытки. Вот так выполняется заповедь «Не укради». Не сотвори ложного свидетельства. Вот так и никак иначе возвращаешь все и 20% сверху. Но такого служения быть не может у человека. Человек не может такие богослужения совершать. Сегодня, когда человек видит, что его обличает закон, он пытается отвернуться от закона. Он пытается договориться с совестью, но никак не возместить еще 20%. Не то, что не возместить украденное, не возместить сверху еще 20, не 20, не 100%, ничего не собирается делать. И поэтому становится наследником не Царства Божия, а ада. Ада, самого настоящего ада. Он здесь, на земле, начинает жить адской жизнью. И чем далее, тем более. Это колесо, в которое человек попадает. И вот что об этом говорит сам Господь. Обратите внимание. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя на суд. Иначе тебя предадут суде, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. Это о законе речь. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Тут на греческом стоит слово «квадрат», «квадратис». Это «квадратис» — это мелкая монета, равная четверти римского аса или 2 лептам. Вы помните ту вдовицу, которая 2 лепты бросила? Да? Вот это как раз 1 квадрат. Лепта — это 100-я часть драхмы. То есть это самая мелкая монета, которая может быть. Вот пока ты до самой мелкой монеты все не возвратишь украденное, не может быть тебе оправдания. И ты не можешь приносить Богу жертвы. И ты не можешь молиться чисто, чтобы эта молитва была услышана. Вот что делать человеку, который не может все это? Человек этого сделать не может. Человек не может вернуть все, что он за свою жизнь украл. Не может возвратить все то, что он сделал плохого другим людям, ближним или дальним. Не может поругание святыни возвратить обратно. Человек этого всего сделать не может. Что остается человеку? А человеку ничего не остается. Эту проблему разрешает не человек, Господь. Господь что говорит? Вот грех по неведению, да, прощается. Это отношение. А что говорит Господь на кресте? Прости им, ибо не ведают, что делают, что творят. Вот здесь стоит глагол «идо», видеть, созерцать, смотреть, то есть не видят, что плохого они делают, и знать, познавать, то есть и не знают, что плохого они делают. И что говорит Господь? Прости им.
А если сын просит о чем-то отца, Всевышний выполнит эту просьбу? Так речь тогда идет о чем? О прощении нас, грешников. Даже на кресте речь идет о прощении нас, грешников. То есть прощение грешников, смотрите, без баранов, без овец, без быков, без хлебных приношений, без ладана, без елейного приношения и так далее, и так далее, и так далее. Прости без всего вот этого. Если это не будет условие соблюдено, то грех умножается и перекладывается от родителей к детям. Он прошел перед Моисеем, провозглашая: Господь, Господь сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью, хранящий милость к тысячам и прощающий проступок, отступничество и грех. Это свойство Божие, мы с вами говорили, прощать. И все же Он не оставит виновного без наказания. За проступки отцов Он карает детей и внуков до 3-го и 4-го поколения. Вот это то, что называется родовым грехом или родовым проклятием. Грехи отцов, это что, 3-й и 4-й, это внуки и правнуки. Если действовать по закону, то есть здесь слово, означающее посещать, обращать, презреть, назначать, посещать. Что значит посещать? Господь посетит и взыщет за грехи. Господь всегда взыщивает за грехи. Не бывает иначе. Когда человек грешит против Всевышнего, он против ближних своих, он прежде всего грешит против Бога. Любой грех, любое нарушение заповеди против живого человека, рядом стоящего, это всегда нарушение заповеди против Бога. Почему? Вот 50-й Псалом. «Пред тобою одним...» Ну, совершенно верно. У Давида грех был совсем другой. Что здесь? «Перед тобой одним я согрешил, и зло перед глазами твоими сотворил». А что совершил он против Бога Давид? Казалось, против Бога ничего не совершил. Что он сделал? Он увидел девушку, которая ему понравилась, она оказалась замужем, и что сделал? Он отправил ее мужа воевать, поставил на передовой линии, его убили, и он взял ее себе. А что, какой грех против Бога? А смотрите, в 50-м псалме, покаянном, после смерти младенца, который родился от этого сожительства, да, смотрите, как он молится. Он не говорит: я перед народом Израиля согрешил, перед Версавией, Бершевой согрешил, перед мужем ее Урию согрешил. Нет, он говорит: перед тобой одним я согрешил. И зло перед глазами твоими сотворил. Это после того, как Натан пришел и лечил. То есть всякий грех против близкого или далекого нам человека, подобного нам с вами, это грех против Бога, за который Он спрашивает. И что? Царь Давид заплатил за это 100% или 20% сверху? Он заплатил? Он кается. Он кается, он молится. Он кается, потому что расплачивался не царь Давид. И расплачиваемся не мы с вами. Расплатился на кресте Господь раз и навсегда. Какой бы грех мы ни совершили, этот грех омывается Его кровью, потому что Он омыл грехи людей раз и навсегда. Может ли это принять наше сознание? Нет. Поэтому изменение сознания мы называем покаянием. Поэтому без покаяния мы не можем стать сопричастниками вот этого великого, благого действия со стороны Бога к людям.
Поэтому нам нужно покаяние, чтобы эта кровь омывала и нас, и наши грехи. Без покаяния это не работает. Без покаяния это не действует. Еще раз возвратимся. Вспомни меня, когда придешь во Царствие Твое. Почему он это слышит? Потому что Христос к Нему поднялся на крест. К Нему. Он умирает на кресте, то же самое, как вошел бы в газовую камеру в Освенциме. Точно так же, как рядом присел бы на электрический стул. Точно так же, как подставил бы голову рядышком под плаху. Точно так же, как во время расстрела стал бы рядом. Не грешники прибежали ко Христу. Христос идет и постоянно спасает грешников. Ибо пришел Он спасти не праведников, а грешников призвать к покаянию. Реакция другого человека, рядышком. Другой же унимал его и говорил: «Побойся Бога, ты приговорен к тому же. Мы наказаны справедливо и получили по заслугам». Это все с точки зрения закона. Это констатация факта с точки зрения закона. А этот человек, когда он услышал «прости, ибо не ведают, что творят», не сделал ничего плохого. Жертва должна быть без изъяна, без порока. Таким образом, мы с вами, разбирая вопросы о жертвоприношении, снимая покрывало Ветхого Завета Христом, опять пришли к этой самой важной теме, теме благодати и земного подвига Господа Иисуса Христа ради нас совершенного. Сколько бы мы ни размышляли об этом, мы какую-то логику в этом не найдем. Потому что это выше человеческого понимания. Так не должно быть, но Господь сделал так, как Он захотел. Легко ли спасение? Легко ли исцеление? Легко ли освящение? Да, легко. Потому что Господь сам говорит: бремя мое легко есть, иго мое, оно не тяжелое. Но означает ли это легковесность или легкость? Обесценивание этого дара? Отнюдь. Отнюдь. Почему? Потому что мы куплены дорогой ценой. Очень дорогой ценой. Это не овца была принесена, не бык какой-то, не какое-то животное. Это сам Бог зашел на крест, чтобы мы приобщились к этой жизни. Мы куплены очень дорогой ценой. Но это означает: не делайтесь рабами человеков. То есть, приобщаясь к тому, что нам дает благодать, приобщаясь к радостной вести Евангелия, не надо возвращаться обратно, откатываться обратно к человеческим измышлениям. Измышлениям жрецов, которые готовы вечно совершать жертвоприношения за наши грехи и поступки, вечно укорять нас вместе с законом в нашей ущербности. Вспомните Иова. Друзья к нему пришли и говорили: ты грешник, должен умереть. Друзья! Это не были враги. И что говорит Господь? Вы грешны перед моим лицом по сравнению с рабом моим Иовом. Вы грешны. А что же они говорили? Они говорили все то, что говорят жрецы всех покроев, пошивов, конфессий и религии. Ты же грешник, ты же грешница. Нужно принести жертву. Покаяться, принести жертву. Загладить добрыми делами или еще что-то.
Разница. Закхей видит Христа и отдает 400%. Понимаете? А что говорит жречество? Заплати, и потом будешь чистым. Христос поднимается, возносится на кресте и перед самой кончиной спасает еще одного грешника, который первым заходит в Царство Божие. А что мы говорим? Необходимы действия гигантские, как они называются, сверхчеловеческие усилия для того, чтобы подойти ко Христу. Вы вот эту разницу между подходом жреческим всех религий и всех конфессий и действием благодати, как христиане, уже должны очень хорошо друг от друга отличать. Христос идет к нам навстречу, потому что Он дулос, раб, слуга, невольник. Он для нас. Мы не должны быть рабами людей. Мы с вами соработники и близкие кому? Господу нашему Иисусу Христу. И в Духе Его, в Его Святом Духе мы обретаем нашу свободу, которую разменивать нельзя ни на что. Если есть вопросы, пожалуйста. Вот Закхей или Самарянка, люди, которые были отвержены в обществе, они пришли ко Христу, или Христос пришел к ним, потому что они жаждали, потому что им нужно было. Да, ведь Христос сам говорит, что не мудро, вы же знаете Евангелие, не мудрое мира сего избрал кто? Не вы меня избрали, а я вас. То есть Он видит это самый приниженный, социальный, там, я не знаю, духовный, какой угодно. Да? Мы же говорили, а где происходит воплощение? Галилеи, которую все ненавидели. Ну, соответственно, самарянка, с которой никто не общался. Закхей, которого тыкали пальцем и говорили грешник. Да? Вот в каком состоянии эти люди находятся? Туда спускается Господь. Это прообраз чего? Он ведь душой спустился в ад. Уж куда, казалось бы, можно еще глубже. Да? Спуститься в человеческий ад. Чтобы для чего? Чтобы вывести. У него принцип один. Он служит и исцеляет, служит и освящает. Он служит и выводит. Он служит и делает из раба свободного. Он служит. А человек строит отношения иначе. Он говорит, я должен послужить. Вот вся разница. Конечно, он видит сердце человека, он видит эту нужду и идет туда. Почему он не востребован в храме Иерусалимском или в Назарете? Потому что у фарисеев, у первосвященников нет нужды во Христе. У них есть святость, зачем им Христос? Сама святость. Потому что в конечном счете, когда человек молится, он молится самому себе. Это ипостазированные божества человеческих страстей. Артемида, Зевс, Марс, Гермес – это кто все? Это все человеческие страсти, возведенные на пьедестал. Еще вопросы? А что бы произошло, это единение, о котором говорит Иоанн, вообще в Евангелии от Иоанна? То есть человек, который... Оно уже произошло. А чтобы этот человек, которому дали жизнь, он смог тоже давать жизнь. То есть, как-то происходит, что христиане считают, что они просто становятся какими-то более нравственными, но не изменяются. Это большая проблема нравственными воспринимать себя или изменение, покаяние. Это большая проблема. Мы стремимся к нравственности и поэтому удаляемся об стенку. Если мы стремимся ко Христу, то нравственность естественным образом становится нашей. Почему? Потому что любовь, верность, справедливость, милосердие – это имена Бога. Нельзя оторвать имя, положить в мешок и убежать с ним куда-то. Вот так Адам попробовал, бессмертие хотел откусить. Понимаете? Нельзя. Нужно к Богу прийти, и тогда все, что ему принадлежит, становится твоим.
оторвать от него милосердие, любовь, справедливость или еще какое-нибудь свойство и убежать с ним и сделать его своим нравственным предикатом. Ну, попробуйте. Вот о нравственности автономной говорил Кант. Я всегда это вспоминаю, Иммануил Кант. Но именно там, в Кёнигсберге, на его родине, было огромное количество построено чего? 30-е и 40-е годы. Лагерей. А где же эта нравственность автономная, которая должна была быть в сердцах людей? Куда же она подевалась в этой стране, из которой родом был Кант? Куда она подевалась? А нет никакой автономной нравственности. Это ад. Это лицемерие. Автономная нравственность — это у фарисеев, у саддукеев. Еще вопросы? Марк? Помолимся. Достоин есть это воистину благодетель Тебя по Богородицу, при служении пренепорочной Матери Бога нашего, честнейших и вставнейших представлений Серафим, при изъяснении Бога Слова родшего, сущую Богородицу, Твою величаю. Благодарю. Спасибо. Спасибо.